вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ. Собственно, под понятие татары скорее попадала другая часть крымско-татарского этноса. Это степняки, которые вообще-то долгое время носили название нагаи. В русских хрониках они по-разному назывались. Перекопские татары, крымские татары. Собственно, вот кочевники, те самые, на которых основывалась мощь крымского ханства. Поэтому, естественно, эти группы называли себя по-разному. Есть у меня подозрение, что нагаи, это тоже отношение имеет к нагайцам, к другому еще тюркоязычному народу. Вне всякого сомнения. Это, собственно, те самые степные племена, наследники кыпчаков-половцев, которые когда-то расселялись на всем пространстве восточноевропейских степей, от Дуная до Волги, Северного Кавказа. И да, действительно, нагайских хорд было несколько, и вот часть из них входила в состав Крымского ханства. Ну, о нагайцах мы поговорим отдельно. В другой программе. Вот что касается языка, считается, что общепризнанно, что крымские татары говорят на крымско-татарском языке, который относится к тюркской группе алтайской семьи языков, если я не ошибаюсь. Нет, безусловно, это правильно, но дело в том, что литературный крымско-татарский язык сформировался относительно поздно. Более того, это, можно сказать, такой исторический парадокс, но так иногда бывает. Такой трагический момент, как всем известная депортация крымских татар, которая случилась в 1944 году, невольно поспособствовала, так скажем, этнической консолидации языковой крымских татар, поскольку в ссылке в Средней Азии, естественно, они расселялись вовсе не так, как они традиционно проживали в Крыму, смешивались эти диалекты, и в итоге сегодня можем сказать, что из 3 диалектов крымско-татарских, один из которых, вот, собственно, южнобережный, относится к агузской группе тюркских языков, но наиболее близки к нему турецкий и азербайджанский языки. И, собственно, 2 других диалекта – это степной нагайский, но он близок, собственно, к языкам татар, казанских татар, башкир, нагайцев, казахов и, собственно, срединный, так скажем, диалект, распространенный в основном в предгорьях крымских вокруг Бахчисарая. Вот на его основе, собственно, сформировался литературный язык. Он также относится к кыпчакской семье народов, языковой подгруппе, близкой, скажем так, к карачаевским, кумыкским, тюркским языкам Северного Кавказа. Таким образом, если говорить о литературном языке, то это, безусловно, язык тюркской группы, но он интересен тем, что при том, что в целом это скорее кыпчакский язык, тут и кыпчакско-половецкого происхождения, очень серьезные заимствования из агузских языков. Это турецкое влияние. Еще небольшая историческая справка. Собственно, с 1478 года и до 1783 года южный берег и горная часть Крыма не входила в состав Крымского ханства, а непосредственно контролировалась Османской империей. Вот по поводу формирования как народа крымских татар в исторической литературе там выделяется период с 13 где-то по 17 века, когда крымские татары формировались как народ. И особое место как раз там отводится тюркским племенам, которые пришли в Крым, и тем племенам местным, которые там были. А вот кто там были? Там, вот вы уже упомянули, там кипчакские племена, но это как раз вот те тюркоязычные племена, которые туда попали. А кто там был до этого? Вот как? История Крыма, она поразительна тем, что вот на столь небольшом куске земли с древнейших времен проживали самые разные народы, причем одновременно и как-то по большей части мирно. Это вот на самом деле для Крыма очень характерно. Если же говорить, с самых древнейших времен, наверное, мы сейчас не будем углубляться совсем уж глубоко, хотя и это имеет некое основание. Если мы вот говорим о средневековье, да, о 13 веке, может быть, чуть раньше, то Крым делился, условно говоря, в том числе, если мы говорим о народах, которые населяли, на 3 зоны. Это прибрежная, горная и степная. Как раз степной Крым с
с раннего Средневековья это зона, где господствовали тюркоязычные племена кочевые. Горный Крым – это территория проживания народов, исповедующих православное христианство. Здесь население было смешанное. В первую очередь это остатки готского населения. Это остатки, осевшие и перешедшие к земледелию ираноязычных кочевников алан. И прибрежный Крым. Здесь, начиная с XII-XIII веков, усиливается влияние итальянских городов-государств, в первую очередь Венеции и Генуи. Поэтому здесь достаточно сильное влияние католицизма, если мы говорим, опять же, о средних веках. И население, опять же, достаточно смешанное. Это традиционно, конечно, греки, которые здесь селились еще с античных времен. Это переселенцы из Италии, итальянцы. Также армяне, евреи. Начиная с XIII века на южном побережье Крыма начинает, так скажем, усиливаться и влияние сельджукской Турции, сельджуков. Так что это также, который приносит сюда, собственно, вот агузские диалекты тюркского языка и ислам. Ислам по вероисповеданию мусульмане, крымские татары, но мусульмане сунниты. И это явно указывает на влияние, конечно, турецкое. Да, безусловно. Тут, если мы говорим о религиозных характеристиках, то, безусловно, крымские татары, мусульмане, сунниты. Однако еще в исторической литературе остались свидетельства того, что, например, в прибрежном и горном Крыму достаточно долго, вплоть до XVIII века, сохранялось мусульманское, христианское двоеверие. Вот были ли какие-то или есть ли какие-то особенности крымских татар, которые бы их отличали от других тюркоязычных народов, которые населяют Россию? Ну, во-первых, естественно, у каждого народа есть такие особенности, пожалуй, вряд ли можно про какую-то этническую группу сказать, что уж она совсем никаких отличий не имеет. Но если говорить об особенностях крымских татар, то вот давайте поговорим, если можно, тут о личных впечатлениях. Дело в том, что я еще в бытность студентом работал в Крыму, как раз в местах компактного проживания крымских татар, и с национальным характером так или иначе познакомился. Во-первых, татары, имея, безусловно, внушительную историю, имея собственную государственность, да, крымское, надо сказать, что крымское ханство в XVI-XVII веках было одним из мощнейших государств в Восточной Европе, наводило ужас, безусловно, на такие мощные государства, как Московская Русь, Московия, Речь Посполитая. В общем, всем своим соседям крымские татары внушали, что называется, почтение. Воины-кочевники, тут говорить долго не надо. При этом в национальном характере крымских татар, в первую очередь, что выделяется, это, безусловно, такое спокойствие, умение сохранять спокойствие в самых таких тяжелых ситуациях. Я говорю, конечно, о большинстве, да, если мы говорим о большинстве. И умение находить общий язык с соседями. Для многоэтничных регионов это всегда очень важно. Поэтому, казалось бы, народ, который должен быть воинственным, такой памятью о великих предках, он это все есть. Но при этом татары всегда умели и стремились договариваться, находить общий язык. Это действительно важно. Ну, безусловно, тюркское гостеприимство, тут ничего не скажешь. И практичность. Вообще, татары любят рассказывать анекдоты, в которых фигурирует их трудолюбие. Вообще, в принципе, если спрашивать у татар, что для них, для самих, с их точки зрения, самое важное, это всегда интересно, то по их собственным словам, это, безусловно, трудолюбие. Вообще, сегодня можно видеть, опять же, в местах компактного проживания татар, это то, как они превращают, казалось бы, засушливые крымские земли трудолюбиво в цветущий сад. Вот это тоже, безусловно, это всегда поражает. Огородничество, вообще производство фруктов, овощей. Такое действительно трепетное отношение к собственной земле. Это, кстати, в исторических хрониках
также присутствует. Многие исследователи, многие путешественники говорили о том, что татары превращали вот засушливые предгорья крымские в цветущий сад. Это действительно традиционно для этого народа характерно, это заметно. Вот по поводу культурных различий, при том, что они мусульмане сунниты, есть ли какие-то вот отличия в быту, в каких-то, может быть, каких-то народных традициях, отличия, да, от тех же турок, например, или других там народов тюркоязычных? Я уже упомянул, мы с вами говорили о долгое время сохранявшихся христианско-мусульманском двоеверии. Безусловно, вот эти контакты, длительные контакты с народами инокультурными оставили отпечаток и на крымских татарах. Здесь в особенности речь пойдет о горных и южнобережных татарах. В чем это заключается? В первую очередь в том, что, во-первых, это народ, который, безусловно, почитая традиции, будучи народом мусульманской культуры, всегда отличались весьма таким, можно сказать, светским отношением. Даже вот, кстати, при сравнении южнобережных и горных татар с степняками-нагайцами, часто вот первые отличались такой большей, можно сказать, свободой нравов, скажем так, но, в общем, более светским отношением ко многим предписаниям религиозным. Опять же, наверное, это позволяло им также более успешно и более, так скажем, контактно существовать с соседями. Татары, кстати, традиционно в Крыму, если мы говорим о культуре, о материальной культуре, и в XIX веке, и до этого занимались и виноградарством, и производством вина. Правда, сами его употребляли, конечно, мало или почти не употребляли, но на продажу производили. Ну, а вообще вот основные занятия крымских татар, что там, допустим, до революции, что после, это в основном земледелие, правильно я понимаю? Ну, опять же, с одной стороны, да, конечно, земледелие, с другой стороны, тут надо, опять же, смотреть на то, о какой части татар мы говорим. Горная часть Крыма – это, безусловно, земледелие, хотя и здесь существовали традиции, скажем так, очень сильные скотоводческие, но в первую очередь речь идет о отгонном вертикальном, так называемом, способе содержания скота. Крымские плоские, так называемые горы, яйлы, они очень подходят для выпаса скота. Летом, зимой же скот отгонялся в долины, где прятался от холода, от непогоды. Но в основном, да, здесь речь идет о земледелии, об огородничестве, о ремеслах. Степняки дольше сохраняли кочевой образ жизни, хотя достаточно рано также начали сочетать кочевое скотоводство с земледелием. Благо условия позволяли. А вот то, что татары жили, южнобережные, это уж точно рядом с морем. Вот бывают иногда случаи, когда народы, которые живут на берегу моря, хозяйственно никак с ним не связаны. Ну, то есть у них там не развито там рыболовство или еще что-то. Вот если говорить о крымских татарах. Вы знаете, дело в том, что долгое время, вплоть до 20 века, в Крыму продолжало проживать и греческое население, которое традиционно как раз было связано с морем и с рыбной ловлей. На этом фоне, наверное, это не так заметно. Хотя, опять же, южнобережные татары с морем и с рыбной ловлей также знакомы. Но все-таки вот долгое время это было скорее привилегией греческого населения. Вы уже упоминали о гостеприимстве крымских татар. Ну, и многие, кто был в Крыму, особенно в последнее время, когда уже крымско-татарское население вернулось, большинство, сталкивались с тем, что действительно крымские татары очень хорошо готовят, и у них есть национальные блюда, которые нам, с одной стороны, известны, но не известны как там татарские блюда, как те же чебуреки, например, которые действительно крымские татары великолепно готовят. А вообще есть особенности национальной кухни, какие-то, которые бы выделяли?
Но они связаны, опять же, с регионом, где проживают татары, хотя, вне всякого сомнения, традиционное питание крымских татар похоже на то, что есть у других тюркских народов. Речь идет в первую очередь о том, что есть некое такое предубеждение, что вот кочевники, они едят много мяса. На самом деле это не совсем так. Содержание большого поголовья скота не предусматривает постоянное его поедание, да, потому что для того, чтобы семье кочевника выжить, скота нужно очень много, а вот, соответственно, поголовье поддержать сложнее, чем его уничтожить. Поэтому и степняки, и оседлые татары традиционно использовали достаточно много мучной пищи. Здесь речь идет и о, естественно, вот том, что вы упомянули, чебуреки, и, на мой взгляд, это даже более интересная версия янтыки. Это печеные чебуреки, которые часто получаются даже вкуснее. Это хлеб и различные хлебные изделия, также типа лепешек. Это похлебки, щорба с использованием овощей, мяса. И это, вот если говорить про традиционные напитки, то кумыс, буза, просяной квас, вот традиционно то, что татары используют. Ну, естественно, кофе. Кофе, который... У нас совсем мало времени осталось, но я очень удивился, обнаружив среди национальных кондитерских изделий крымских татар курабьи. Вот прям с таким названием, тем более французским, как мне кажется. Это что это? Ну, тем не менее, кстати, что касается традиционных сладостей, татары тоже любят и готовят их. Хорошо, спасибо большое. Время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Никита Аникин, преподаватель кафедры этнологии и исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Это была программа «Народы России», в которой мы в меру своих сил пытаемся рассказать вам о тех народах, этнических группах, которые населяют нашу большую, замечательную родину. Спасибо всем, кто нас слушал, и через неделю мы с вами вновь встретимся. Мы разные, и мы вместе.